Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким. Со мной также мои коллеги Михаил Эверстов и Николай Слепцов-Айдын. В Якутии, в регионе с самыми суровыми климатическими условиями, уже полным ходом идет строительный сезон. В активную фазу вошли в том числе и строители, которые строят частные дома. Сегодня с нашей гостьей, юристом Веленой Анисимовой, мы поговорим о том, как обезопасить себя и не попасться на уловки мошенников в части строительства дома, обсудим ключевые моменты заключения договоров с застройщиками, расскажем, как правильно выбрать участок, а также поговорим о том, с чего лучше начать наше строительство. Добрый день, Велена. Добрый день, Мария. Приветствую у нас в студии. И, конечно же, хочется начать с самого главного. Захотела я построить дом. Проект частный, жить в частном секторе, природа рядом, комары и мошки. С чего мне начать? Вот с выбора участка или все-таки проекта какого-то дома? Я бы порекомендовала начать с визуализации. Именно в какой дом мечты у вас в голове. Он из каких материалов, сколько комнат, что будет у вас видно из окна, озеро, лес, может быть, дорога, или вы хотите, чтобы рядом была асфальтированная тропинка, либо вы хотите заниматься огородом. Из вашей концепции будет выходить и земельный участок, и дальше уже от значения земельного участка будет исходить проект дома. Ну вот с выходом на озеро, это тоже, да? Так, вроде бы красиво, но у нас-то будет это сложно. Но мы же говорим не только у нас, допустим. Это же сейчас очень многие жители Якутии покупают земельные участки в Питере, Подмосковье, Новосибирске, на Алтае. Сейчас выбор очень огромный, особенно в Владивостоке, мне кажется, там половина Якутска. Ну так далеко я еще не заходила. Окей, хорошо. И, конечно же, вот самое главное — выбрать добросовестного подрядчика, чтобы он меня не обманул. И вообще, как понять, подходит он мне или нет, и вообще, или как-то на рекламу нужно обратить внимание, или там на рекомендации друзей. Конечно, нужно интересоваться везде, в соцсетях, и рекомендации друзей. Допустим, кто-то построился уже вот в определенной компании. Интернет-ресурсах обязательно нужно все исследовать. Социальные сети возможные, ВКонтакте сейчас очень многие сидят. 2GIS, все возможные источники, которые доступны вам, нужно исследовать. Но здесь нужно внимательно смотреть на покупные отзывы. Потому что есть такая тенденция, бизнес есть бизнес, ничего личного, да. Некоторые отзывы покупают. Здесь нужно смотреть именно на качество и на сроки, что пишут пользователи. У хорошего подрядчика на самом деле можно напрямую спросить, есть ли у вас хорошие клиенты, которые могут дать вам отзыв. Вот. И, допустим, какой-то годичности можно это использовать. 3-летней, 5-летней давности, допустим, 1-летней давности. И на самом деле надежный застройщик всегда даст такие контакты. И напрямую можно звонить. Да, как прошла стройка, номер договора, допустим, потому что здесь люди не умеют врать на самом деле, если к ним искренне отнестись. Я так считаю. Отлично. Хороший совет. Отличный просто. Надо пунктик поставить в этом моменте. Да. И еще, на что стоит обратить внимание при выборе участка строительства? Тоже немаловажный, да? Да, конечно. Тут надо вид разрешенного использования. Особенно при ипотеке, там, конечно, только ИЖС и садоводство разрешенные, да. Обязательно разрешительная документация нужно посмотреть, под какой вид строительства у вас земельный участок. И правообладание. Это может быть договор дарения, там, да, мены, покупки. В общем, документ основания, на котором правообладатель показывает вам выписку. Это важно. В выписке, в принципе, вся информация написана. Выписка должна быть свежайшая. Вот, допустим, вы сегодня, да, хотите поинтересоваться этим земельным участком, допустим, и риэлтор, либо сам владелец земельного участка должен предоставить выписку не позднее 7 дней.
Мгм. Ну, допустим, потому что за 7-дневный срок, ну, мало что можно сделать. Ну, а далее там уже спорно. Мгм. Да. А вот хотела бы узнать, есть участки СНХ, сельхозназначения, ага? Да. Есть участки дачные, там Да. садоводоогороднические, ага. Понимаю, Садоводство. ага, вот прекрасно понимаю, что на ИЖС, вот, допустим, там можно строиться, ага. На СНХ строиться нельзя. Ну, картошку сажать можно, да, и дачный домик. А там маленький домик можно поставить, да? Да, чтобы Небольшой. отдыхать. Но он такой же не зарегистрированный будет, Нет, да? зарегистрировать его нельзя, и он Мгм. не подпадает под ипотечную программу, конечно. Мгм. Мгм. Дачный? На дачном участке? За собственные средства можно То есть построить. никаких кредитных средств, ничего Нет. целевых, ничего. Потребительский кредит возможно взять. И вот какие основные документы и условия должны обязательно быть прописаны в договоре вот с застройщиком, которого я нашла? Ну, конечно, это основное, это предмет договора, о чем вы договариваетесь, что в итоге вы хотите получить. Ну, допустим, застройщик обязан, у него есть сейчас, слава богу, банки начали регулировать этот процесс, отправляют типовой договор, где юридически, в принципе, все моменты обозначены. Но как клиент я рекомендую отнестись к таким моментам, как предмет договора, именно расширить его, что в итоге вы хотите получить, крышу, там, дом с какой-то кровлей определенной, да, размер там террасы нужно указывать, на каком фундаменте, из чего. Допустим, недавно я видела договор, там написано было дом 7/10 на фундаменте, все. А какой фундамент, непонятно. Ну, получается, спор такой будет, да, очень неоднозначный, если этот клиент далее пойдет, допустим, в судебные инстанции, и непонятно, о чем они договорились. Вот этот момент очень существенный. Предмет договора, сроки обязательно. Если сроки не прописаны, с какого начинаем, какого завершаем, или же поэтапное оформление, получается, строительства, да? Или же еще такой момент, как форма оплаты. Как вы договариваетесь? Поэтапно, либо через ипотечные средства, либо за собственные средства. Как будет происходить сделка, на каком этапе. Ну, вот такие вот моменты. Это существенные условия договора. И плюс гарантийные нужно определить при отсутствии, допустим, выполнения обязательств по договору, кто платит, сколько платит неустойки. Заказчик тоже оплачивает неустойку, если он, допустим, вовремя не оплатил и не предоставил земельный участок. Да. Вот, на это надо определить точно внимание. И также я рекомендую форс-мажорные обстоятельства. Потому что форс-мажорные обстоятельства, не обязательно война, там, да, наводнение, также можно какие-то обстоятельства тоже туда включить. Какие, к примеру? Вот, допустим, не будем говорить плохо, но есть, все мы смертные люди, да, вот, допустим, также, да, плюс, допустим, какие-то с человеком обстоятельства складываются, допустим, да, не очень. Это чисто только жизненных обстоятельств, да, допустим? Ну да, с участком что-то случается, допустим, да, с подрядчиком что-то случается также, допустим, ну, всякие разные моменты. Но я здесь сейчас рекомендую именно как заказчика, да, вот эти моменты все-таки расширить, чтобы ему было, ну, выгоднее, так скажем. Ага, потому что у нас такие моменты, как наводнения, пожары, военные действия случаются крайне редко, которые включают сейчас форс-мажорные, да. Его можно расширить, просто об этом надо знать. Юридически знать. Да. Я тогда так поняла, что вот в предмете нужно конкретно прописывать, что это не 7/8 на фундаменте, да, а прям досконально. Да, на каком, да. Ленточный, там, монолитный, и, соответственно, там должно быть указано, что техническое задание, смета в приложении договора обязательно. Это тоже является существенным условием. Договор без сметы, без приложения, без инженерно-технической документации, он не является действительно. Столько нюансов. Да. А я просто думала, ну вот, 7/8 там.
на такой-то, не даже без такого-то фундамента, просто на фундаменте. Надо обязательно все это Ага. прописывать, потому что, чтобы все понимали, о чем вы договорились. Что должен выполнить конкретный исполнитель, Да, и что хочет сам заказчик. да. Мгм. Мгм. Хорошо, Елена, я вот нашла застройщика, вроде бы как бы он по моим критериям подходит, все, и вот мне нужно что проверить в договоре, чтобы у меня потом с ним никаких проблем не возникло, чтобы он мне построил, вот, и чтобы сам такой застройщик оказался. Что мне нужно проверить? Ну вот, как мы говорили ранее, это предмет, сроки, методы оплаты, гарантия. Ну А у и, самого застройщика какие-то документы? ну в плане нужно опыт, конечно, посмотреть, и владеет ли этот застройщик именно тем опытом, который вы хотите. Мгм. Допустим, ну элементарно, если вы хотите каменный дом, вы пойдете искать подрядчика, который строит каменный дом. Вы хотите каркасное домостроение, конечно, вы будете искать того подрядчика, который уже специализируется на этом, верно? Мгм. Ну вот так. И проверить его опыт, насколько он вообще горит этим желанием, допустим, да, Мгм. потому что хороший подрядчик на самом деле будет вам рассказывать бесконечно о своем опыте, и я построил тут, я сделал то, ну вот так. Ну, главное вот человеческое отношение в плане любопытства именно с руководителями строительства нужно поговорить, и они вам скажут, насколько они в этом опытные, насколько они уже объектов построили, или же напрямую вот выехать на объект, который у них строится. Мгм. И Посмотреть. поговорить вообще с теми, кто уже Да. их услугами воспользовался. Но у нас же есть случаи, когда у нас, вот, допустим, с недобросовестными застройщиками поработали, в итоге сейчас судебные тяжбы. Но мы не про это. Я прислушаюсь. Я слышала про Мгм. это, и вот люди, кстати, обратились ко мне, я пытаюсь им помочь, и Ага. думаю, что все разрешится благополучно. Мгм. Мгм. Конечно, что заказчики Да. победили в этом плане. Да. Какие опасные или подозрительные пункты вот бывают в договорах с застройщиками? И вот как модно сейчас говорить, да? Типа red флаги. Вот на что нужно обратить внимание? Ага. Red флаги. Так, ну, нужно обязательно проверять реквизиты обеих сторон, Мгм. чтобы никаких там нареканий в плане неправильности, указания адресов, телефонов, да, расчетных счетов и так далее, да, чтобы не было противоречий, во-первых, в текстах. Бывает такое, что мы здесь написали 7/10, а в тех заданиях, допустим, там дом 6/6. Бывает такое противоречие, и непонятно, вы о чем договорились в итоге. Вот. О цветах, ну, такие вот самые элементарные, которые, наверное, сразу бросаются в глаза. Ну, юристу, наверное, сразу бросается в глаза. А мы-то обычные гражданские, так скажем. Ну, здесь вот я скажу про, наверное, если не указаны штрафные санкции как со стороны заказчика, так со стороны подрядчика, это будет настораживать. Про сроки. Если не обозначены определенные сроки, допустим, что мы закончим тогда-то и сдадимся, да, определенный срок, или же поэтапное строительство, тоже там должно быть, допустим, 4-й квартал, допустим, 2025 года, да, сдача объекта, и либо там 1-й квартал 2026 года. Какие-то определенные границы у подрядчика должно быть в договоре. Если такого нет, то это уже стоит насторожиться. Здесь обозначу, что слишком часто спрашивают, кстати, клиенты, за сколько сможете построить объект. Но если вам обещают слишком короткий срок, то я сразу здесь бы сама насторожилась. Потому что... Тем более еще в условиях Якутии. Да, потому что здесь честный подрядчик не будет врать. Он не будет вам гарантировать золотой говор. Вот завтра мы вам все начнем, послезавтра закончим. Но здесь уже бригада, да, точно, а подрядчик нет. Я бы не говорила про это. Подрядчик знает, что у него есть внутренние сроки, документооборот, что все равно какие-то процессы там происходят внутри, которые заказчик не знает. И он ставит в срок,
Допустим, определенная очередность есть, когда он будет работать именно с этим клиентом. Мгм. А то, что говорят, вот, хорошо, мы сегодня заключаем, в следующем месяце вы будете в своем доме жить. Но здесь А есть есть же повод. такие случаи? Да, есть. Здесь повод насторожиться, я считаю. Ну, у вас очень хороший такой практический опыт есть. Вот быстро вот из этого вопроса у меня сразу вытекает дом в Якутии, который вот сруб поставили, допустим, ага. Ну, как полагается, весь человеческий фактор. Мы все торопимся, да, быстро заселиться, покрасить, все сделать, разукрасить. Но, сколько я слышала, ага, дом, сруб дома должен хорошо простояться, чтобы оннун булон надо мне, как мне говорят. Это есть, да? Это верно, это верно. Это Раньше всё- так строили, я скажу. Но сейчас в условиях льготной ипотеки, именно льготной ипотеки, я скажу. Господи, это же требования, которые... Требования банка есть, под которые подрядчик тоже должен влезть. Мгм. Вот. И плюс клиент тоже, да, как он только оформляет ипотеку, он сразу платит за ипотеку, верно? Ему быстрее бы это все оформить, быстрее построиться. Тоже, конечно, здесь неоднозначная ситуация. Как раньше, да, надо отстояться и так далее, да, высушенный материал. Тем более у нас очень такие климатические условия, когда низкая влажность воздуха, да, здесь у нас камерная сушка, я скажу честно, не нужна. Вот, да, все сохнет само собой в естественных условиях, вот. И показатели даже лучше, чем в камерной сушке. Вот. Мы используем, все подрядчики используют свежий материал, конечно. Как раньше, допустим, там полежал годик, да, материал, он такой уже весь высох, весь разошелся, где-то расперло его, там потом начали строить, да. Идеального бруса раньше не было, верно? Мы все строили из такого листвяка, все это стояло. Лафет. Ну, лафет был, да, ну вот, листвяк, либо сосна, вот такая вот. И все это стояло, потом мы делали заготовки, на отделочные работы, верно? Вот. Это также сделались уже через год, через 2. Ну, вот такой процесс был. Но сейчас условия рынка поменялись. Ну, жалко, да, Нилгимбир начинает вводить Пулладин, пока он там себя ищет. Это дерево никак по-другому не сделаешь. Дерево, к сожалению, имеет такие свойства. А окна вот эти вот, допустим, стоят там осадочные, они же должны тоже все просчитываться. Конечно, есть обязательно 5 сантиметров, до 5 сантиметров осадочные, все по технологии должно быть. Ну да, действительно должен быть добросовестный подрядчик, который все эти нюансы знает, потому что есть же подрядчик, а есть типа субподрядчики, подрядчик, который находит других подрядчиков, нанимает на эти работы, а там молодые парни приходят. Ну, не обязательно. Подрядчик несет ответственность, скажу. Добросовестный подрядчик тоже несет ответственность, и он знает все о ходе работы, он должен это контролировать, и он работает с субподрядчиками, которые проверены. Так и должно быть. Кстати, я сейчас оговорюсь о том, что есть такое, тоже можно включить договор. Заказчик может, вот именно в пункте гарантии, что подрядчик, если использует, имеет право использовать субподрядчиков, то можно внести в пункт, еще раз повторюсь, да, заказчиком договор подряда, что он должен уведомить заказчика о том, что он именно вот с такими субподрядчиками работает, и заказчик имеет право выбирать. А как мне выбирать, если я не понимаю, допустим? Вот в том-то и дело. Он должен предоставить их данные, да, и заказчик приходит в офис к подрядчику и смотрит, вот, давайте, как он работает, его почерк, потому что все-таки это работа с деревом, работа такая творческая. Здесь есть почерк. Все-таки один будет стругать так, другой будет стругать так. Да, у всех же свое. Да. Из этого вот заказчик может выбирать субподрядчиков. Это тоже можно внести в договор.
Ой, Елена, спасибо большое. Так хорошо рассказываете. Я вот так прямо как будто начинаю в этом более-менее понимать. Ага. Допустим, Елена, вот все, процесс у меня пошел. Начинается строительство дома моей мечты. И тут я в каком-то моменте посередине стройки захотела, допустим, окна чуть побольше. Но у меня же в договоре прописано вот это вот все. Мы сейчас буквально, мне мои коллеги показывают, что мы уходим на рекламу. После рекламы мы вернемся к нашей беседе, и вот про окна я уточню все изменения. Еще раз добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы продолжаем нашу беседу о том, как правильно построить дом своей мечты. И вот, Елена, мы до ухода на рекламу мы говорили, вот, допустим, дом моей мечты уже строится, все, и я захотела окна панорамнее, как будто бы. И вот у меня вопрос, можно ли заранее договориться, допустим, о внесении изменений в проект или договор? На стадии до подписания договора подряда можно все. Можно все до. После, когда именно строительство началось, там, конечно, все согласуется дополнительными соглашениями. Так, соглашение все. Да, дополнительное соглашение, допустим, если это, прошу прощения, вносит коррективы именно конструктив вашего дома, существенными условиями, то, что является, да, и если вы брали все-таки ипотечные средства, то это надо согласовывать с банком. Мы делаем дополнительное соглашение между заказчиком и подрядчиком. Далее это все относится в банк, и вы согласовываете, разрешит ли вам банк использовать ипотечные средства, допустим, в таком формате. Вот. Если ипотечные средства не используются, вы строите за свои наличные деньги, то, конечно, здесь договорные отношения между застройщиком и подрядчиком только, заказчиком и подрядчиком. Вот. И мы здесь смотрим, будет ли это как-то изменять конструктив. Потому что здесь у нас очень большие снега, да, и здесь снеговая нагрузка у нас особенная. Конструктив крыши у нас порядком отличается от других регионов. Если это возможно, то возможно, да. Вы доплачиваете стоимость, разницу, допустим, панорамных окон, и добро пожаловать в хорошую жизнь, можно так сказать. Хотелось бы, конечно, так. Если нет, то нет уже. Здесь напрямую с подрядчиком надо смотреть. Елена, почему я так думаю, что все-таки надо привлекать, юристов. И вот почему важно привлекать юриста на всех этапах строительства, допустим, от поиска земли до сдачи дома в эксплуатацию. Чувствуя по тем моментам, которые мы сейчас все это обсудили, юрист необходим. На самом деле, да, если вы хоть немножечко разбираетесь, да, все, в принципе, сейчас можно прогуглить, но тут же тоже нужно понимать, да, правильно Google говорит, неправильно. Здесь тоже в информационном поле надо уметь ориентироваться. Если есть денежные средства лишние, но в то же время большое желание все сделать правильно, конечно, нужно обратиться к юристу. Юриста тоже надо искать грамотного, который разбирается именно с земельным законодательством, с налоговым, с договорными отношениями. В общем, так. Допустим, если уже перед началом строительства я понимаю, что нужен юрист. Вот сейчас я реально понимаю, что мне нужен юрист, да, чтобы я все-таки конечный результат был заселение в дом моей мечты. Да. Допустим, я вас прошу, чтобы вы у меня были юристом, начинаем делать первые шаги, и практически до конца вы меня ведете. Да, практически так. До новоселья. Можно так сказать. Отлично. Какие советы по юридической помощи есть для тех, кто строит дом впервые? Вот опять же, чтобы не ошибиться, опять по этим пунктам мы заново пройдемся. Это в любом случае подрядчик должен быть добросовестный. Мы можем узнать это. Можно его узнать, да, на интернет-ресурсах, да. КАТ-арбитр, в арбитражной картотеке дел можно забить интернет-подрядчика и посмотреть, подавались ли на него какие-то взыскания. Также можно посмотреть... Еще даже мы такую информацию можем? Конечно, любой человек может это добыть на интернет-ресурсах. Если на него подавали в суд, допустим, да, это уже плохой показатель. Если он не платит налоги, это тоже плохой показатель. Это говорит о добросовестности подрядчика. Вот.
Также нужно напрямую спросить о его партнерах. Он обычно может тоже говорить так, да, контрагенты, насколько он платежеспособен, отвечает ли он по обязательствам. Вот. Это самые такие, мне кажется, простые способы, когда можно проверить порядочность и платежеспособность. Подрядчика. И это вот плюс огромный то, что это есть как бы в открытом ресурсе, да, все? Да, это все безоплатно, да. Как правильно оформить имущество или документы у дома, чтобы потом не было проблем с продажей или там передачей наследства? Чтобы, это такие, да, вопросы. Да, такие вопросы. Конечно же, все нужно грамотно оформить. Во-первых, ваша квартира, дом, допустим, да, нужна обязательно выписка. С 2016 года свидетельство о праве регистрации уже упразднено, да, но то, что было ранее, оно все равно действительно. Сейчас выписка, она имеет право собственности, доказывает ваше право собственности. Вот. Все документы на газоснабжение, электроснабжение, все, в общем, договор купли-продажи, на каком основании вы получили это имущество. Вот. В общем, все. Если, допустим, вы купили этот дом в ипотеку, то вам нужно согласие банка обязательно, залогодержателя, потому что после того, как вы построились, ваше имущество автоматом переходит в кредитную организацию до того, как вы оплатите ипотеку. Вот. Нужно согласовать эту сделку также с кредитной организацией. И, в принципе, все, наверное. Выписка главное, договор, основания нужно и все документы, которые относятся к дому. И, конечно же, выписка, наверное, с этого по долгам, чтобы энергосбыт, по коммунальным платежам, чтобы не было задолженности у будущих покупателей. И вот у меня сразу встречный такой личный вопрос. Если у меня, допустим, квартира находится в ипотеке, соответственно, в залоге у банка, там осталось буквально хвостик осталось выплатить, допустим. Лучше заплатить. Лучше заплатить. А я не могу сразу в наследство, допустим, переписать? Опять мне нужно пойти со Сбербанком, может. Наследства нет. Наследства нет. До того, как вы оплатите, вы же еще живы. Если в случае утери именно кредитора, да, там право наследования наступает, конечно, по нотариальным там. В общем. Давайте не будем о плохом. Нет, а меня понесло же, да? Нет, не надо. Хорошо, не надо. Право наследования, конечно. Дай бог нам жить долго, конечно, и счастливо, и закрыть эту ипотеку, да? Лучше оплатить, конечно, а потом уже распоряжаться этим имуществом. Хоть куда. Но у меня залога он снимется после того, как я закрою ипотеку. Конечно. Автоматически. Мне в банк не надо бежать. Отлично. Как избежать проблем или каких-то споров с застройщиком? Мне кажется, они вообще могут очень спокойно возникнуть. Договариваться опять. Во-первых, да, как будто бы по-человечески. По-человечески сначала договориться, да, сходить, потому что у вас все-таки цель одна. У подрядчика, у клиента цель одна — построить вам счастливый дом, так сказать. Да? А застройщик же в этом плане же тоже говорит: нет, это неправильно, давай лучше вот так вот. А я, допустим, не вижу вот так, я вижу по-другому. Он должен технически вам обосновать, чтобы я поняла. Свои пожелания, что так будет лучше, допустим, да, и на что он основывается, показать все эти архитектурные решения, конструктивные, как в итоге это будет, какая нагрузка. Это же все должно прилагаться к вашему договору. Смотря какой дом, конечно, тоже. Потому что банки требуют только эскизный договор. Это не конструктивный эскиз. Не конструктивные проекты, верно, да? Это эскизный проект, который просто смотрит банк, какой в итоге вы получите дом. А конструктивное решение — это уже другое. Нагрузку рассчитывается, какой дом, какие стены, толщина стен у вас будет. И
это нужно, конструктивный план нужен именно для подрядчика, чтобы он построил вам. Да. А эскизный проект, он идет чисто для банка, визуал такой, какой дом будет, красный, синий, голубой, как бы, да, с какой крышей, вот так. Чтобы он потом при фото-видеоотчете перед банком, когда заканчивается строительство, клиент банка именно идет и отчитывается перед банком, что он потратил именно деньги на целевое использование. Вот, и тут банк делает соответствие, да, с эскизным проектом. Все ли сделано так, как мы договаривались по кредитному договору. Вот. А конструктивный проект — это уже работа вашего дома, именно какая нагрузка будет, в общем, планировочное решение, где будет у вас спальня, где у вас будет кухня. Елена, без вас никак. Без вас просто тут не разобраться в этом моменте. Потому что мы в любом случае, каждый человек строит себе дом, чтобы жить в нем уже, извините меня, минимум как лет 50, да? Конечно. Дом строится 1 или 2 раза максимум. В деревне, мне кажется, чуть попроще. Приобрел участок, Аймахтаргыныңырды. Пошел там лес нарубил, да. Раньше так было, но сейчас тоже так, да, в принципе. Сейчас очень требований много. Да. Ну и также много льготных всяких кредитований, всяких вот субсидий. У меня вот втекающий опять же вопрос, есть ли сейчас льготные программы или субсидии для тех, кто хочет построить дом и вообще как им воспользоваться? Да, вы, наверное, все знаете, что у нас есть дальневосточная ипотека для педагогов, для медицинских работников и лиц, которым еще не наступило 36 лет. Вот, для молодых семей. В общем, это потрясающие действительно льготные программы, которые надо воспользоваться, если есть такая возможность. Вот я, честно, Велена, за них рада, но не от всей души, потому что я по этим критериям вообще никак не подхожу. Строй своими силами, Маша, просто. Ну да, ну кому-то, мне тоже не повезло в этом плане. Давайте не будем тогда про это говорить. Я шучу. Ну, это же здорово, когда вот нашим детям есть такая возможность, допустим, да, поддержка от государства. Мы, конечно, наше поколение не попало туда, но надо радоваться за других. За других. Да. Есть зато семейная ипотека. В прошлом году была прекрасная возможность программы «Господдержка». Это была вообще прекрасная возможность для всех. Она закончилась 1 июня прошлого года. Вот. А я почему-то тоже по ней не проходила. Да. Я интересовалась, и вот почему-то по своей возрасту, по всем моим... Я вообще нигде не прохожу, мне кажется, по своим. Кстати, должны были пройти. Да, она же просто вот, для всех была. Мне сказали. Ладно, хорошо. IT-ипотека, сельская ипотека. В общем... Программ достаточно, но тут выборочно. Сейчас, кстати, скажу, что все слышали, что с 1 марта 2025 года включилась программа, как строительство через escrow счет. Вот. Туда попала семейная ипотека. Вот. Кто попадает под семейную ипотеку, они получают под 6% годовых, но работают только через escrow. Здесь сложности, так как не все банки, во-первых, работают через этот счет, и плюс здесь нужно удостовериться как раз с финансовым обеспечением подрядчика, потому что подрядчик строит за свой счет, либо берет кредит у банка под ваш проект. Это защита заказчиков. Это защита заказчика на самом деле очень хорошо, но здесь срок продлевается. Сразу скажу, что вот, допустим, если вы в этом году планируете заехать в свой дом, так не получится. Даже на сегодня май месяц, даже при хорошем раскладе, при хороших благоприятных условиях движения дел в сторону ипотеки по семейной через escrow, заехать в этом году мало получится. Потому что срок одобрения именно через банки, потом подрядчик найдет деньги под ваш проект. Сейчас проектное финансирование, банки очень редко дают одобрение именно подрядчика, потому что там пройти нужно тоже свои проверки. Да.
Мгм. И потом, получается, деньги поступают на счет, подрядчик закупает материалы, но, соответственно, в этом году по-любому не успеет никто, мне кажется. Либо за свой счет построит. Мгм. Ну, вот этот вот момент, наверное, конечно, как раз и есть, да, как бы на руку Да. самому заказчику, чтобы где он на тумбулу Да. надо. Да. Когда он уже устоится, устаканится и все эти этапы пройдет. Дом? Ага. Нет, там тоже так же строится, потому что, вы понимаете, подрядчик тоже заинтересован получить свои деньги Средства. побыстрее. Да. Ага. Мгм. А. Деньги с эскроу счета падают после того, как подрядчик зарегистрирует ваш объект недвижимости и разместит это на Дом.Клик. Ну, оповестит банк о том, что он закончил строительство этого объекта. И Ну, после этого как только бы. деньги упадут подрядчику. Вот так. Это Мгм. подрядчику, в принципе, невыгодно. Ну, я вот чувствую, прямо, наверное, скорее всего, по подрядчикам это очень хорошо ударило. Да, Потому потому что что стройматериалы, извините меня, тоже ценник-то растет. я слышала у наших коллег с Востока о том, Мгм. что они вообще даже если скроу там вообще не работают. Они работают за наличку, допустим, или же плюс 20% к сумме сразу, Мгм. потому что это эскроу. А то эскроу, считай же, сделали именно, чтобы защитить заказчиков, потому что участились случаи вот этих вот недобросовестных подрядчиков, да, которые вроде бы берут вот эти вот средства, те же материнский капитал, там, кредитные деньги, и в итоге ни дома, Не реализуют. Мгм. Да-да-да, ничего. есть И в такое. итоге вот эти вот все судебные тяжбы, ну, случаи есть. Мгм. Ну, к сожалению, да, есть такое. Мгм. И А вот по добросовестным подрядчикам, да, это прям вот это вот. ударило. Мгм. Ну, зато сейчас как раз те недобросовестные, мне кажется, Да. уйдут с рынка. Мгм. Прощайте, как бы до свидания. Да, потому что здесь выдержать нужно. Все-таки те, Мгм. которые давно и от всего сердца стараются воплотить ваши мечты в реальность, они останутся. Мгм. Мгм. Потому что они на слуху. И, сейчас, наверное, рекламу не будем делать. Нет, не будем. Отлично. Ага. У нас буквально осталось там полторы минуты. Ага. И вот какие... Насколько реально вообще вот это вот не подойдет у меня, потому что вы уже на этот вопрос, Елена, ответили. Какие основные трудности у застройщиков в Якутии при строительстве частных домов? О, основные трудности это, ну, конечно, низкий температурный режим. А, Адаптируемся как можем. Да, у нас буквально 4 месяца, да, вот таких вот, Да. чтобы сделать очень много работы. Плюс, конечно, вечная мерзлота тоже вносит свои коррективы. У нас же такое вот Мгм. здесь не с фундаментами вообще такая веселая штука, скажем. И, конечно, поставка материалов. У нас очень скудный выбор, из чего выбрать, допустим, кровля, ну, металлочерепица, да, допустим, Ага, вот гибкой эти. черепицы нет. Ну, вот скудность выбора именно материалов. Мне очень Так. было приятно, Велена, с вами познакомиться. Мне Хорошо, тоже что я вас взаимно. встретила в своей жизни. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом все. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. Мгм.